По части улиц Зырянки передвигаться теперь можно только на лодках. Воды столько, что в некоторых местах даже грузовые машины не проходят. По данным на 6 июня в Зырянке 15 домов, многоквартирных и частных, вода в которых уже плещется на полу, а к некоторым подбирается. Пока у вас не затоплено? Там затоплено. А вы где живете? На работе. На работе живете? Да, приходится. А где у вас дом-то? Там, на Меликова, возле магазина. Возле магазина? Общежитие. А, и оно что, уже затоплено? Там как, в подъезде уже вода? В подъезде вода, в квартире скоро уже будет. И все же, если в центре Зырянки еще сухо, то Затонская часть поселка и Верхнеколымск полностью в воде. По последним данным, в селе зафиксировано подтопление 5 многоквартирных домов и 9 частных. В четверг группировка сил МЧС была усилена. Поздно вечером в Зырянку прилетели еще 10 спасателей базового отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Сейчас на территориях Зырянки, Затонской части поселка, села Верхнеколымска, работают так называемые подвижные посты. Спасатели на лодках доставляют людей на работу и вечером домой оказывают адресную помощь различного характера. Если смотреть на динамику подъема уровня воды, то в пятницу она несколько замедлилась. Но, судя по прогнозу, расслабляться еще рано. По последним данным Росгидромета пришла информация, что 8 числа ожидается уровень 950. Пока, значит, у нас идет не интенсивное увеличение. Вот, по 1 сантиметру, по крайней мере, за последние 8 часов всего 1 сантиметр, так скажем, добавился. Вот, поэтому есть надежда, что, и как сегодня было сказано на утреннем селекторном совещании, значит, общая приточность в реках снизилась почти в половину. То есть, если на вчерашний день она доходила до 5,5 значит, метров кубических в секунду, то сейчас, на сегодняшний день, она составила 2,5. Наталья Ломанова, Александра Данилова, НВК «Саха», Зырянка.